Значит, сегодня будем лепить птичку. Значит, игрушки, свистульки лепятся по-разному в разных регионах. Вот, например, мы сегодня возьмем и будем делать шаньку. Вот этот колобок есть у нас, да? Комочек глины. А вот теперь мы делаем из него что? Ну, как бы заготовку для шанюшки. Закладываем туда палец. Вот этот вот. Большой, да? И начинаем его закрывать. Сминаете и закрываете. Вот это у нас голова будет вот здесь вот, да? Ну, как бы вот тут вот она, голова вот. Большая такая. А вот здесь должны быть ножки. Понятно? Значит, берем ножки и сюда вот закрываем со сторон сюда вот. Ну, то есть, вот как бы ножки получаются. Голова и сюда вот ножки. Вот. Ну, вот такая штука получается. Видите, вот. Вот. И вот теперь палец просто я вытаскиваю. Видите, вот. И эту дырку снова закрываю. Ну, вот у нас такая вот получилась птичка. То есть, птица-девица. Ну, и будем делать свисточек. Я теперь беру вот сюда вот. И делаю прокол. Это глухое отверстие. А теперь будем делать сквозное. Вот видите, вот, что получается у нас. Вот такая вот. Понятно? Ну как не получается? Все получается. А что ты мнешь-то язык? Ну, ой, слушай, ты намочила, она еще дольше будет. Самое смешное, что вот от объема внутреннего воздуха зависит и звук. Чем больше объем, тем что? Звук какой? Громкий? Нет. Низкий или высокий? Ну-ка. Наоборот, низкий. А чем меньше там отверстие, емкость, там звук будет высокий. Ну, конечно, надо, чтобы ровное было. Вот там камушек попадет что-нибудь, и уже не так свистит. Чисто. Звук чистый должен быть. Вот теперь смотри, что мы сделаем. Да, чтобы должно было звук какой-то интересный получить. Видите, вот. Угу. Можем еще сделать. Давайте. Такой вот, понимаешь, нет? Вот только образ у тебя не ахти какой получился. У тебя она такая, и по голове стукнули. Понятно?